Мы находимся в отделе оперативного управления сетью телерадиовещания Республики Коми. Конкретно, не только цифрового, но и аналогового. Но аналоговое, так как оно уже уходит, да, и уйдет скоро, да, скажем так, у нас остается цифровое. О любом сбое в сети цифрового вещания региона здесь узнают первыми. С помощью средств удаленного мониторинга информация поступает оператору в режиме реального времени. Здесь загорелась, скажем так, молния, да? Это говорит нам о чем? То, что здесь возможны проблемы с подачей электроэнергии. Длительные перебои в подаче электроэнергии, погодные катаклизмы и технические неисправности могут стать причиной выезда мобильной группы на место. Технический персонал 13 цехов мощного цифрового вещания в городах и районах Коми обеспечивает работу еще более 70 подстанций. 13 августа 2001 года указом президента Российской Федерации основано Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Эфирное наземное телевизионное радиовещание в регионах России обеспечивается 77 региональных, республиканских, краевых и областных радиотелевизионных передающих центров, которые являются филиалами РТРС. РТПЦ Республики Коми является одним из таких филиалов. Сотрудники филиала Коми обеспечивают телерадиовещание по всей республике. И если раньше сигнал был только аналоговый, то сейчас параллельно ведется и цифровое вещание. В телевизоре при вещании канала, допустим, первый, вы увидите букву А. Это означает, что вы смотрите телевидение в аналоговом режиме. То есть обычное старое наше доброе телевидение. Если ваш телевизор цифровой, да, и вы на Первом канале не видите, то есть вы включите Первый канал и не видите букву А, значит, вы уже принимаете сигнал в цифровом варианте. Переход на цифру позволит вместо 3-4 каналов смотреть сразу 20 в высоком качестве. Современные телевизоры принимают сигнал с помощью дециметровой антенны – комнатной, уличной или коллективной. К приемнику старого образца понадобится еще и специальная приставка. Приставки, они не все одинаково работают, к сожалению. Вот нужно обязательно, чтобы был указан формат DVB-T2, да? Вот, потому что есть приставки, которые продаются, они продаются как цифровые, где еще формат не T2, а просто DVB-T. То есть вот та приставка не сможет принимать цифровой сигнал. Оборудование для приема цифрового ТВ в регионе построено полностью. Первый мультиплекс уже работает на всю мощность. Вторую десятку смотрят пока только крупные города Сыктывкар, Ухта и Воркута. rtrs.ru, да, сайт. На этом сайте, в принципе, вся информация есть о вещании, о вещателях, да, как бы, о наших всех сервисах, как подключить телевизор, да, или приставку, или что. Все это есть здесь. Интерактивная карта. 98% жителей Коми смогут настроить вторую десятку бесплатного цифрового ТВ уже к концу этого года. Какие населенные пункты попадут в зону охвата, можно узнать на сайте Российской телерадиовещательной компании. Ольга Коняева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.